Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Субхану ва Тааля ниспослал своего посланника Мухаммада Мустафа, саллиллаху алейхи вассалям, как милость для миров. Существует два аята относительно миров и мирозданий. Первое, как Раббуль Алямин, и второе, как Рахматуль лил Алямин. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Я Раббуль Алямин», властитель, господин, Господь всех миров. И в то же время посылает своего посланника Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, как и говорит: «Вама арсальнака илля рахматан лил аламин». Я не посылал или послал тебя, или сделал посланником тебя, как милость для миров. И в то же время определил его благой нрав. И говорит, что ты самый высший из всех созданий относительно благого нрава, морали и нравственности. «Иннака лагала фи хулукин азим», говорит в Коране Аллах Субхану ва Тааля. То есть ты совершенного нрава. Твоя мораль и нравственность превыше морали и нравственности всех на этой земле и на этом свете, начиная от Адама, и больше такого и не будет. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, будучи в лоне матери, потерял отца еще до рождения. Он остался сиротой, и где-то в 6 лет потерял и мать. Когда сахабы спросили его: «О Мухаммад, саллаллаху, о радость для этих миров, о посланник Аллаха, почему же Аллах, субхану ва тааля, если Он тебя любит и называет тебя Хабибуллах, почему же Он оставил тебя сиротой и заставил так страдать?» И он в ответ: «Аллах меня воспитал, адабани рабби». Как прекрасно это воспитание. То есть он вместо того, чтобы, когда дети, кто-то кого-то обижает, они бегут и говорят, кричат: «Мама, папа, он меня обидел». Аллах сделал так, чтобы, когда кто-нибудь меня обидит, кто-нибудь, если меня тронет, чтобы я обращался не как мама и папа, а обращался как «Я Раббы», «Я Аллах». Для этого Он сделал меня сиротой. Он меня воспитывал ближе, чем мать и отец. Даже Он дороже мне всего-всего на свете. Из-за этого, чтобы я к Нему обращался в любое время, что бы со мной ни случилось, чтобы я встал перед Ним слезно, умолял Его и говорил: «О Аллах, Ты единственный, который меня защитишь, защити меня». Но в то же время Мухаммад, саллаллаху говорит, что мы должны воспитывать свой нрав, внешнюю и внутреннюю сторону. Адаб – это внешняя моральная нравственная сторона человека. И ахляк – это внутренний его характер. Внешняя сторона адаб, что это такое? Начинается с тахарата, с намаза, то есть исполнение всех шариатских, то, что нам возложено обязанностей, называется адаб. И не только по отношению к другим людям. Но в то же время есть и характер, хулук. Внутреннее морально-нравственное состояние человека. То есть мусульманин не должен быть обидчивым. Он не должен быть завистником, злым завистником. Он не должен быть мстительным. Все эти качества должны уйти от этого мусульманина. Он должен победить эти плохие свои качества своего характера. Он должен воспитать свой характер. Адаб и ахляк – постепенность для мусульманина. Он должен воспитывать себя в любое время, в любом месте и должен строго контролировать мстительность, завистничество, ранж, то есть обидеть кого-нибудь. Это не по-мусульмански, это не для мусульманина. Почему? Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи, говорит, мусульманин является мусульманином и считается мусульманином от рук или языка, которого все в безопасности. То есть никто не страдает от его рук, от его языка, от его действий. В другом хадисе говорит, что другого мусульманина он не обижает ни руками, ни словами. Но есть и второй хадис. Никого, ни одно живое существо, ни одно творение Аллаха он не обижает. Он
считается безопасным человеком. Он считается мусульманином. Мусульманин тот, который полностью подчинился Аллаху и привел в совершенство свой адаб и ахлак. То есть внешнюю морально-нравственную сторону и внутренний свой характер. Это действительно мусульманин в самом его прекрасном смысле этого слова, которое написано большими буквами. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.